ГСП онлайн. Городские новости сейчас. 24 случая мошенничества было зарегистрировано в Ухте за 20 дней января. Ежедневно сотрудники полиции получают несколько обращений с контекстом «Меня развели в сети». Обвести вокруг пальца доверчивых горожан оказывается проще некуда. Кого-то обманывают, надавив на жалость. Так одна из ухтинок перевела 4000 по просьбе друга в соцсети. Жаль, не позвонила страждущему. Оказалось, его странице сидели мошенники. А чьи-то деньги уходят из-за банального желания сэкономить. Объявление на Авито о аренде сдачи квартир. То же самое. Под предлогом сдачи квартиры просят предоплату. Люди вносят предоплату, потом выясняется, что данная квартира вообще не сдается, никаких договоров не заключено, документы они не видят, просто верят, так сказать, мошенникам. Один из крупных сайтов бесплатных объявлений вообще кишит желающими ободрать доверчивых потребителей как липку. Так только за пару месяцев 4 мужчины попались на желание дешево и быстро приобрести двигатели для своих автомобилей. Все на том же Авито. Естественно, ни денег, ни товара они не увидели. В полиции говорят, не стоит заказывать полмашины в интернете по лакомной цене. Если включить логику, с учетом переправки, запчасти должны быть дороже, а не дешевле. Но потерпевшие, видимо, об этом не думали. В итоге суммы, которые автовладельцы перевели на карту неизвестного продавца, колеблются от 15 до 120 тысяч рублей. Всего же добрые ухтинцы подарили мошенникам за один только январь больше 1 миллиона. Естественно, для большинства этот жест щедрости останется безответным. Сотрудники полиции напоминают, будьте бдительны. Хотите помочь другу, позвоните ему по телефону. Перепроверьте. Хотите сэкономить, обращайтесь к проверенным продавцам.